Да, это Игорь Львович. Да. Еще раз, Потом зайдешь. с кем Алло. честь имею, да, с кем честь имею говорить еще раз. Это Гирус Владимир Анатольевич. Главное управление многосторонней дипломатии. Ясно. Ага. Замначальника, да. И Министерство иностранных дел. Я в связи с вашим обращением, которое вы направляли в Да. Совет Министров, и оно от них пришло к нам. Ну, соответственно, если я там его отставил, то оно оттуда и пришло. Да, значит, Многосторонняя, говорите, дипломатия. Настолько да, многосторонняя, многосторонние. что даже ко мне обернулись. Хорошо. Очень признателен, что обращение поступило в рассмотрение. Слушаю вас Ну, внимательно. конечно, смотрите, чтобы нам более тщательно, более точно понять суть вашего вопроса. Вот вы говорите о глобальных фондах. Да. Вот, а что вы имеете в виду? Какие глобальные фонды? Ну, хотя бы в пример, хоть один или два, там сколько. Что Так, вы имели в еще виду? раз, отчество Анатольевич я Да, Анатольевич, Владимир Анатольевич, да. Владимир Анатольевич, шановнейший. Значит, каким временем вы располагаете в данный момент? В соответствии с этим временем я вам сейчас изложу. Ну, я вот готов с вами в ближайшее время поговорить, для этого я и звоню, по большому счету. Чудесно, чудесно. Вот. Ну, пока не будем затрагивать вопрос, или товарищ Рыженков найдет возможность меня встретить. Но в любом случае я рад, значит, сейчас я вам изложу события. Угу. Вот. Ну, вопрос не мой, вопрос, который касается Республики Беларусь, а я за счет своего личного ресурса, времени, сил, интеллектуального ресурса, сколько там Бог дал и сколько его осталось к середине седьмого десятка, для моей родины стараюсь Угу. что-то сделать. Ну, Вот. хорошо. Значит, Это... вы Угу. говорите, кто такие инофонды? Я вам сейчас Нет, ну, излагаю. не кто такие, а какие инофонды вы имеете в виду? Вот. Сейчас мы точно все будем знать. Но начать надо с небольшой подмовы. Вы слыхали про такой документ, очень знаменитый в мире, к сожалению, на русский язык не переведенный. Да, наверное, вряд ли на какие языки переведенный, потому что кто интересуется, он его читает в оригинале. Ну, конечно, это провал колоссальный, что на русский он не переведен. NSSM-200, National Security State Memorandum 200. Слыхали про такой документ? National Security State Memorandum, значит, он должен относиться к 200. какому-то государству. Он не к какому-то государству. Значит, был такой человек, безусловно, гениальный. Звали его Гайнрих в девичестве, Киссингер в Ну, девичестве. конечно, кто же Вот. Киссинджера не знает, Значит, конечно. он объединял в одном лице функции примерно, если говорить советскими понятиями, значит, главы МГБ и МИДа. И вот за этот период, значит, это было в администрации Никсона. За этот Да. период он подал где-то 204 меморандума. Ну, понятно, не он возглавлял команду, но он направлял по различным вопросам американской геополитики. Вот. Вопросы очень четкие. Например, он выяснял, что будет в Югославии после смерти Тита. Очень точно все предсказал. То есть американцы работали серьезно, да? Вот. Угу. Значит, один из этих меморандумов, который он наградил юбилейным таким 200, чтобы запомнилось, да, посвящен теме совершенно иной, на первый взгляд, от американской геополитики, но на самом деле тема та самая, что надо владеть земным шариком, чтобы он не утекал. И там говорится, как сокращать население. Вот. Очень рекомендую ознакомиться с этим Угу. докладом. Если вы мне пошлете вот на этот номер, вот тот, с которого я звоню, он во всех мессенджерах, так само Viber, Telegram, пошлете электронный адрес, я вам пошлю этот меморандум. Ну, хорошо, На спасибо. английском языке. Угу. Вот. Угу. Может быть, и на русский его когда-нибудь переведут. Я обращался к всем, кому можно.
письменно, а кому-то даже лично через кого-то, различные учреждения, в которых есть кадры, вполне могущие это осилить. Ну, к сожалению, пока его не переводят. Если захотят в нашем почтенном МИДе перевести на русский язык, значит, я вот предлагаю, как всем тем предлагал, свои услуги бесплатные, редакцией перевода. Потому что я совершенно случайно имею и медицинское, и политологическое образование. Оно необходимо, чтобы выверить терминологию. Но переводить уже весь этот доклад объемный, это у меня уже жизненного ресурса нет. Вот, значит, там очень четко отведены функции фондом ООН. Вот эти все названия, прекрасно нам сегодня знакомые. Там поминается, ну, конечно, поминается Всемирный банк, это своим чередом. Вот, поминается ЮНЕФПА, поминается ВОЗ, ХУ в английской. WHO, да, Не WHO. подумайте плохого, да. Там поминается ЮНЕСКО даже тоже. Там поминается, конечно же, ЮНИСЕФ, все эти фонды. Вот. Ну и американские фонды. USAID, вот. Ну, UNAID еще не было, еще СПИД не раскрутили, значит, тогда тему спидозвона. Вот. Хотя явление общего иммунного обвала организма в результате наркомании или в результате образа жизни, связанного, значит, с блудом неудержимым, оно прекрасно известно в медицине еще до того, как выделили тот или иной вирус. Вот. Значит, одним словом, всем им отводится функция сокращать население в мире. При этом сказано, что американское правительство USG, вот такое, значит, аббревиатура вот эта милая, да, USG, должно за всем этим делом следить, но уши должны торчать минимально. Где надо направлять, надо направлять. О каком сокращении населения там идет речь? Там идет речь, это 72-й год, существует еще Советский Союз. Вот, значит, там только такое идет милое замечание. Ну, знаете, редкий случай с кем-то хоть поговорить, кто там сидит близко тех, кто сидят за дубовыми столами на мягких креслах. Я вам два момента сейчас отмечу с этого доклада, значит. Два момента очень важных, да. Значит, первый момент. С досадой отмечает Киссинджер, что сейчас смертность в странах, ну, мы по-русски их называем развивающиеся, да, а по-английски он их называет без обиняков недоразвитые. Less developed countries. Ну и сокращение LDC, да, не путать с LCD. LDC, Less Developed Countries. Вот в этих самых Less Developed Countries, ну, Less Developed Country это сегодня Индия, да, а Developed Country это, значит, зачуханный Бенилюкс, где, значит, глава государства педераст и со своим первым леди или долбуном, они, значит, появляются в мире. Они developed, а там Китай, он тоже в less developed ходил, да. Меня вот особо умиляет, забегая вперед, что в терминологии белорусских министерств соцсектора непрерывно и последовательно употребляются термины цивилизованные страны и развитые страны. Вот интересно, развитые страны, за которые Беларусь должна гнаться в рейтинге, например, дитячего счастья, так, или гендерного равенства, это developed, это Benelux, да, где вот такие товарищи во главе. Значит, короче, он говорит, что смертность в этих less developed countries, она сейчас, 72-й год, да, меньше, чем была в Европе в середине 19 века, пишет он с досадой. А почему, скажите, дорогой Владимир Анатольевич, была вот в less developed countries такая смертность небольшая, падающая. Вы знаете почему? Потому что было такое государство, которое всякая мразь в мире, абсолютно всех любых корней, любит поносить. Это моя родина, может быть и ваша, не знаю, сколько вам лет.
Называлась она Советский Союз. Ну, конечно, мне Вот. тоже прилично лет уже, 55. Вот. Мгм. Ну, мы еще там родились. Так что мы с вами родились на нашей одной большой общей родине. Вот. И вот эта страна, она тратила, как любила вся, и десятдня, либересня, и, значит, всякие там недобитки, великодержавники, значит, как я их называю, посадские, да? Ну, это аналогия термина политического местечковое, но местечковое, оно, не дай бог, вызывает ассоциацию с ненавистным им евреем. Так я такой термин запустил: посадские великодержавники, да, читал Солженицына. Мгм. Вот, они говорили: Советский Союз громадные деньги там называют, 50 миллиардов рублей, долларов в год тратят, значит, на, чтобы в мире там всякие паскудные движения, там эти коммунистические, всякое такое. Понимаете, Владимир Анатольевич, да? Мгм. Но на самом деле Советский Союз, да, он не экспортировал цветные революции, он поддерживал национально-освободительные движения, это точно. Да. Он таки противостоял, таки завалил британский колониализм и противостоял американскому империофашизму. Это Мгм. точно. Но самое интересное, что львиная доля этих средств, она шла реально, чтобы людям в мире лучше жилось. Да, за счет советских людей, ну что делать? Как сказал советский детский писатель, даже у зверей тот, кто больше, тот добрее, понимаете? И Советский Союз действительно помогал другим странам. Не протухлые ножки Буша посылал, а строил заводы, не просто посылал врачей какого-нибудь там доктора, как он там был, Шмайсер, там лауреат Нобелевской премии, который там где-то там в джунглях кого-то вылечил, а готовили кадры медицинские, понимаете? И действительно медицину продвигали. И поэтому в этих самых less developed countries люди на 70-й год прошлого века помирали меньше, чем в Европе 19 века, ну, до достижения медицины современной. Вот в Мгм. чем дело. Это Киссинджеру как нож острый. И он говорит, что в этих less developed countries большой процент молодежи, короче, они не будут нам, американцам, давать жрать ресурсы мира. И отмечает он: мы, американцы, составляем 6% населения мира, а потребляем 20% ресурсов, которые потребляются в мире. А с нашими союзниками мы составляем 20%, а потребляем всю половину. И вот Я это понял. положение может начать меняться. Что надо делать? Надо сокращать рождаемость. Так вот, там речь идет исключительно про сокращение рождаемости. В, Только в этих потому лист что это Советский less Союз developed еще. countries. Но он отмечает такую вещь, что в последние годы Советский Союз уже не противостоит нашим намерениям сокращать, значит, всемирную популяцию, не противостоит активно. Он ведет речь, значит, только про нас, но первый мир, который должны жрать то, что жрут, и ведет речь про третий мир less developed. Про страны социализма он оговаривает специально. Я тут речь вести не буду, какая в них ситуация, что где, но он отмечает, что система воспроизводства, там она соответствует такой, как у нас в первом мире. Ну, типа, вымирание запущено, в общем-то, но оно было все совсем не так, как сейчас, опять-таки. Так вот, поэтому подан этот меморандум. То есть Советский Союз больше не противостоит специфически вот этому, значит, контролю популяции, так? Вот. Мгм. Значит, теперь, что интересно, это не то, что он все придумал. Основные моменты этого меморандума, они в свое время были поданы президенту Эйзенхауэру. Мгм. Это был отъявленный американский империалист, но тем не менее он все-таки воевал против Гитлера, он все-таки был антинацистом, и когда это ему подали, он это велел спрятать и сказал: это откровенный фашизм, и правительство Соединенных Штатов не может брать такие идеи на свое вооружение. Это было в начале 60-х годов. То бишь доклад сам, ну, появился, да, в какой-то форме. Его опубликовал Киссинджер, там
поминаются, ну, вся эта команда, какие ведомства принимали участие в его подготовке, но, конечно, сам гений, значит, демонический вот этого кадра, он над этим докладом, это язык бесподобный, вот этот канцелярский английский, он там играет всеми красками многозначности этих слов. Почему я говорю, что это надо перевести, сделать, так сказать, устав. Потом терминологию я готов откорректировать бесплатно. Вот, для желающих. Короче, значит, вот это... так, мы живем в ресурсе, должны продолжать жрать, и в мире мало стало помирать людей. Конечно, это из-за Советского Союза, как мы с вами, уроженцы той великой страны, понимаем отлично. И дальше речь идет только о предотвращении рождаемости. Более того, такой интересный момент, он говорит, ну, еще есть такая штука аборты, но про это мы скажем отдельно. И в открытой части доклада вообще ничего не говорится про это. Мы понимаем, что если есть в доступе интернете доклад, это лишь его открытая часть. Верно, Владимир Анатольевич? Есть часть закрытая. В Соединенных Штатах какая ситуация? Только в 1973 году было прецедентное решение федерального суда, которое открыло дорогу для легализации абортов. Начать насаждать в мире абортирование. И когда в самих Соединенных Штатах оно с ценностных позиций осуждается, да. Ну, то есть, как бы Америка – это страна бандитская, которая имеет бандитский корень, которая осуществила грандиознейший в мире геноцид коренного населения Северной Америки, вот, с одной стороны. С другой стороны, там тоже не ходят все там с каким-то демонским оскалом, да, там очень много людей, стоящих на ценностных позициях. В том же родном штате Техас, в родном штате Трампа, например, запрещена гомопропаганда, которой у нас в Беларуси до сих пор нет законов соответствующих, хороших, таких как в штате Техас, на эту тему. То есть было двусмысленно немножко положение Киссинджера. Всего 10 лет назад Эйзенхауэр сказал, это чистый фашизм, вообще нельзя о таком говорить. Сейчас он уже запускает. Надо было подождать, чтобы не стало Советского Союза. Теперь мы немножко пойдем вперед, когда не стало Советского Союза. Была созвана конференция, называется МКНР. Вот. Я эти расшифровываю по-русски так, как бы метафорически. Международная капитуляция народов расизму, да? Конференция по народонаселению в Каире. Они, значит... это 1995 год? 94-й, так точно. 94-й? Они избирают столицы мусульманского мира, чтобы там, значит, вбивать свои, как бы, ну, победу праздную, да? Вот. Уничтожение Советского Союза – это была великая победа всех сил зла в мире. Всякий человек, который немножко разумный, немножко имеет соответствующее образование в области геополитики, он это понимает. К сожалению, значит, всякие товарищи, так сказать, с которыми на одних ценностных позициях, значит, вот, скажем, стоим я и соратники, но они, значит, вот этот момент многие не понимают. Ну, там неоправославные и всякие другие, которые, например, возводят легализацию аборта в нынешнюю, да, абортивную вакханалию, они возводят к далекому 20-му году, к далекой советской России. Вообще Беларусь не относилась никаким образом к советской России. Вот, когда, значит, в Белокзархате отмечают скорбную дату легализации абортов в советской России, вообще вы, ребята, о чем? Вы о том, чтобы мусолить вонючую антисоветскую адженду, или о том, чтобы сейчас спасать свою страну родную. А дата – это 56-й год, когда Хрущебес в рамках общего развала ценностного аксиологического поля, Сталиным установленного, да, он, в частности, запустил абортивную вакханалию. Вот. Значит, идем дальше. Вот уже на той конференции прозвучало все, что надо. Что надо максимально насаждать половые извращения, надо подрывать институт семьи и, конечно, аборты, аборты и аборты. И вот такая кадра, которая в дальнейшем возглавляла эту самую Всемирную организацию здравоохранения, а сама она, ну, просто как по заказу. Ведь, в принципе, в эти фонды
они набирают как раз людей таких, особенно применительно к страновым условиям, то, что называется. Например, у нас в Беларуси, значит, координаторами страновыми по фондах там люди, ну, такие имена там, как Собака сама макака, Баобаб Оса Авиахим, Зонат Чингисхан. Ну, я немножко переделал название, даже вы, может, узнали конкретных людей. Понимаете? И когда видят такого милого человека из того самого третьего мира, но он же не может быть глобофашистом. Конечно, он может быть. Кто платит деньги, тот тому обслуживает. Какая разница, что он Баобаб или что он там это и т.д. Вот. Но та, которая там это вещала, ее звали Брунгильда, соответствующая там фамилия норвежская, и морда такая, ну вот такая классическая нацистская арийская бестия. И она сказала, правительство Египта, они же в Египте, в Каире гостят, да, знает, что $1 вложенный в предотвращение рождаемости экономит, сколько-то там она сказала, точную цифру, ну, давайте скажем, $1000, да, она там какую-то точную назвала, 52 или 35, неважно, который придется тратить на социальную сферу. Короче, людей истреблять это дешевле, чем людей разводить, понимаете? Это блестящая мысль. Это исконная нацистская мысль. И она была озвучена на вот этой конференции МКНР. Ну и каким-то таким божьим промыслом, всемирно-историческим, это озвучила не Собака сама макака, это озвучил не Баобаб Оса Авиахим, это озвучила не Зонат Чингисхан, это озвучила самая настоящая норвежская Брунгильда, чтобы все знали. Вот. Кстати, о норвежцах, да, вот Советский Союз, ну, он тоже создавал свои мифы политические. Было такое представление об антифашистской Скандинавии, о антифашистах норвежских. Вот. Это важно знать, что все, что потеряло, честь им и хвала. Все людские потери норвежского подполья, значит, и населения от нацистской оккупации, они меньше, чем лежит скандинавских добровольцев, норвежцев в основном. Финляндия сама воевала против СССР. Швеция была туда-сюда, это норвежцы. Только в одной братской могиле на Волховском фронте под Ленинградом лежит больше норвежцев, чем то, что они потеряли во всем своем хваленом антифашистском сопротивлении. Ну, это, кстати, об этой милой северной стране. Вот. Теперь едем дальше. Едем дальше. Значит, это было озвучено, и дальше уже только разрабатывались направления. Кто это будет делать? Все вот эти самые фонды. Затем был поставлен акцент на насаждение половых извращений, подрыв института семьи. И это Стамбульская конференция и Стамбульская конвенция. Вот. Какого года Стамбульская? Что-то я... Когда Стамбульская конвенция, когда вот эта Стамбульская конвенция принята, значит, ну это уже тоже довольно изрядно времени. Наизусть не скажу, я больше по части истории. А Стамбульскую вы сейчас кинете в интернете, сразу вам. Вот. И, соответственно, вот тоже по народонаселению, да? Не, это уже чисто про гендерное равенство и семейное насилие. Вот. И сейчас мы уже близко подходим к теме, значит, собственно, на которую я попросил встретиться с товарищем Рыженковым. Значит, дальше у нас дело идет так. Как вы помните прекрасно, всего лишь 7 лет назад, вот, 18-й год, боевой 18-й год, через 100 лет после того, как та песня была сложена, прекрасная песня на видоизмененную еврейскую мелодию, по военной дороге шел в борьбе и в тревоге. И у нас был боевой 18-й год. В январе, в начале этого 18-го года, полковник МВД, товарищ Каразей, выступает с громадным подвалом, его публикует, непосредственно с ним поговорив. Экстремистские ныне
экстремистский портал Шутбай, а тогда он был самым рукопожатным. Вот, портальчиком возглавлял его известный враг народа Юрий Зисер. И более того, когда уже признали этот портал экстремистским, настолько он имел коньки внутрях, значит, истеблишмента белорусского, что даже что-то прозвучало там, помню, по ГосСМИ, мол, вот пока основатель был жив, типа, еще был ничего себе портальчик, а уже после его смерти они оборзели. Да нет, этот основатель был самый сущностный враг белорусского народа, надо сказать. И экстремистский портал Тутбай пиарил постоянно две вещи, очень четко и профессионально, и на высоком уровне, подробнейшими корреспонденциями, значит, там интервью, все это. Это легитимация проституции и всемирная легитимация общественно-законодательно-половых извращений. А что значит легитимация половых извращений? Что им не хватает? Тут у нас простая вещь. Для чего нужны однополые браки? Это чтобы детей. Чтобы иметь детей, чтобы можно было надругаться над детьми, так как это происходит во всех странах, которые называют наше Министерство соцсектора развитыми и цивилизованными. Там педерасты могут брать детей. Например, даже радужная семья, вот в Голландии было 5 педерастов, и они, значит, себе берут детей. Понятно для чего. Ну, не только для этого, просто даже растить детенка. Ну что, не все, так сказать, удовлетворяют свои эмоциональные потребности на одомашенных, значит, в городе хищниках, котах и собаках, да. Кому-то хочется детенка живого тоже, а когда детенок будет расти у педерастов, и что с ним будет? Вот, с ним будет очень нехорошо в жизни, в общем и в среднем. Провел такое исследование один человек в Соединенных Штатах, серьезное исследование, сравнил тех, кто росли у одного родителя педераста, у зафиксированных педерастов, и тех, кто росли любым другим образом, сравнил, так сказать, исследование на десятки лет. Он наблюдал, да, множество семей. Вот. Это исследование было в США опубликовано, и Верховным федеральным судом запрещено к использованию, к распространению. Ну, у меня оно есть, успел скачать где-то в начале прошлого десятилетия. Вот. Значит, вот она легитимация. Вот это то, чем занимался под водительством того самого основателя экстремистский портал Тутбай, когда, наконец, будет уже усыновление у извращенцев в Беларуси. Это было их любимое. Так вот, товарищ полковник милиции Каразей говорит, что у нас страшная ситуация с семейным насилием. Это был знак, сигнальная ракета, по которому началась вакханалия и пропаганда закона о семейном насилии. И эта пропаганда шагала победоносно по стране, собирались круглые столы со всеми этими организациями, значит, где слово «гендерное» выступает. Там. Они все признаны были экстремистскими после 2020 года, да? Это не значит, что они не были экстремистскими до этого. Вот. Просто не замечали. Почему-то не замечали. Почему не замечали? Сейчас мы еще ближе подходим к теме, на которую я прошу встретиться с товарищем Рыженковым. Вот. Значит, потому что все эти организации, которые позакрывали, они-то бабки получали откуда? Они бабки получали от этих самых глобальных рукопожатных фондов, координаторами которых в союзном государстве будут и Самака Самамакака, и Баабабуса Авиахим. Они бабки получали от них. То, что все эти организации позакрывали, да, и на фондам стало еще проще работать. Как они работают сейчас, это мы скоро скажем. Пока продолжаю про боевой 18-й год. И вот, значит, все идеологические отделы, облсполкомов собирали круглые столы с этими организациями и с организациями официальными, Союз женщин, конечно, и
Белая Русь, и все рассказывали, как нам обязательно надо принять закон о семейном насилии, и, конечно, всем станет жить лучше и станет веселее. Экстремист Максим Мирный был на всех билбордах, и там он сообщал, что дом не место для насилия. Это очень правильная мысль. А кто думал наоборот? Это может быть экстремист, этот самый Мирный, да, думал наоборот, а ему объяснили, что это не так, да? Как гласит древнееврейская мудрость, что всякий, кто на других лепит там, значит, какие-то заганы, наверное, говорит все время о загане каком-то определенном, он будет у него, у самого человека этого, наверное, да? Тот, кто кричит со всех билбордов, дом не место для насилия, наверное, то, что он сам думал. Ну, а кто-то думал, вы вот, Владимир Анатольевич, вам когда-нибудь приходила мысль, что дом это, да, место для насилия? Да нет, конечно. Нет, а в Советском Союзе что? Если человек избивал... Ну, в Советском Союзе я соглашусь, что меньше этому внимания уделялось просто. Так нет, почему? Приходила женщинка-то в милицию, и разбирались с ним, и все. Приходил советский милиционер в сапогах, такой участковый там, допустим, и да. Говорил, вы, товарищ такой-то, с вами поговорит, там то, все, если надо, сажали тоже. Но никто это не муссировал, соответственно. Чем отличается избиение человека, в каком статусе они состоят? А насилие в гараже, если мастер избил рабочего, это как? Мы же не принимаем специально закон о насилии в гаражах, верно? Нет, вопрос в другом. Вы же говорите о законе семейном насилии. Вот. И вот он шагал по стране. Задача этого закона – это подрыв института семьи. И основан он был на Стамбульской конвенции. И весь белорусский официоз, весь белорусский эстаблишмент, они продвигали это дело. И после полгода активнейшей пиар-кампании собрался большой круглый стол, где сказали, ну, типа, мы дело сделали, всех благодарим. Снова там был и товарищ Каразей, и были там представители всех этих ныне закрытых организаций. И вот они сказали, мы уж точно примем этот закон. Это было в середине лета 2018 года. Потом в конце лета, правда, прозвучала нотка, которая для людей здравомыслящих, она, в общем-то, уже должна была показать, что оно не пойдет так гладко. Потому что председатель Верховного суда белорусского, товарищ Сукало, выступил с коротким, веским, минорным заявлением, сказал, что вот такой закон, он приведет к ненужной криминализации, и это нам ни к чему. Но те, кто уже были в эйфории победоносного шествия вот этого проекта, они на это внимание не обратили. И вакханалия продолжалась. Пока 5 октября 2018 года на войсковом полигоне в Ивацевичах наш батька-президент четко сказал, что это дурь, который идет с Запада, вот, и что закон бредовый и дикий, его не надо нам никак. Потом еще на совместном заседании администрации и правительства об этом сообщила официальная пресса, меня ж туда не приглашали. Вот, значит, президент сказал, кому угодить хотите, и по телевизору показывает это. Спросил он, кому угодить хотите? Ну, типа риторический вопрос. А почему риторический? Все, кто там сидели, полный состав белорусского официоза, администрация президента и правительства, они на этот вопрос не ответили. А вот они должны были бы ответить на него честно, искренне, положив левую руку на сердце. Товарищ президент, угодить хотим инофондам. Хотим угодить инофондам. А кому же еще? Вот. Значит, дурь, которая идет с Запада. Но это не дурь. Это все четко спланировано. Это для подрыва института семьи, для всех этих дел. Вот. Я помянул Союз женщин. Одна из возглавляющих те годы этот союз
очень уважаемая женщина. В свое время, когда предыдущий качали деструктивный закон о гендерном равенстве, который тоже был остановлен президентом на ручном управлении. Вот, как это доведено все-таки было до сведения президента, и как оно происходит, когда президент вмешивается в социальную сферу на ручном управлении, это как бы сейчас мы все вопросы не осветим сразу, да? Но одно понятно, что если президент 5 октября 2018 года сказал, что это совершенно недопустимо, и дурь, который идет с Запада и спрашивает все командование оперативной страны, которая перед ним сидит, кому угодить хотите, вот, то, наверное, если бы с самого начала президент был в курсе того, что происходит, и что это за закон, наверное, бы он в эту вакханалию не допустил. Но президент не может непрерывно отслеживать происходящее в социальном секторе. Именно по той причине, что он непрерывно отслеживает все, собственно, области жизни, от которых наше физическое существование тут зависит. Да, и промышленность основную, и внешнюю оборону, и внутреннюю оборону, и даже по личному своему опыту, как бы и знаниям колоссальным, и сельское хозяйство, и лесное хозяйство. А происходящее в социальном секторе, оно не доводится in real time до президента, нема кто доведет. Потому что кому угодить хотите. Вот им самым, инофондом. Теперь стало работать инофондом сейчас. Очень много интересных вещей, связанных с законом о семейном насилии. Я еще вот такой расскажу эпизод, да. Значит, а кто был тогда начальником товарища Каразе? Товарищ Шуневич был министр внутренних дел. Я тогда работал в одной общественной организации, значит, защиту жизни и семьи, так, и вели мы переписку моими усилиями официальную с различными учреждениями. Вот мне, значит, запомнилось, например, потрясающий ответ за подписью заместителя министра Собеса, что аборты не приводят к увеличению, значит, рака груди среди населения, да? Ну, это как сказать, что курение не приводит к раку легких, например. Да. То есть, да, у данного конкретного человека нет, но есть мировые данные медицины в мире по разным странам, в разных процентах, ничто рассумящееся. И дальше, я помню, может, десяток запросов разным языком, так сказать, формулируя, послали: а, пожалуйста, сдай референта, который тебе такую информацию сообщил. Кто референт про такую информацию? Понятно, что референта не сдали. Почему? Потому что это та пурга, которую Всемирная организация здравоохранения, среди прочего, заботится распространять. Вот. Через своих, соответственно, людей, те самые, которые угодить хотят. Вот. И, значит, насчет вот этого просили встречу. Мы тогда с товарищем Шуневичем встрече было отказано. Много было писем, отписок. И, наконец, пришло довольно пространное письмо за подписью самого товарища Шуневича. И там четко было сказано, что Беларусь подписала Стамбульскую конвенцию, и мы будем... Это министр внутренних дел БССР. Извиняюсь, не БССР. Нет, Шуневич же недавно был относительно, лет 10 назад. Вот в БССР, я не случайно оговорился, вот в БССР такое было невозможно по определению. Поэтому люди моего поколения и вашего еще, Владимир Анатольевич, да, когда вот они слышат, а вы знаете, что у нас в республике вот нет закона, запрещающего гомопропаганду. И они говорят: а кто у нас такую пропаганду ведет? Ну, кто ведет? Вел портал экстремистский Тутбай много лет, а сейчас оно во всяких медиа, так сказать, представлениях, выступлениях, всякие там юмор всякий такой, там песенки, Дим Димыч, там всякие такие реминисценции, книжки, которые отпечатаны за границей, в том числе в братской России, почему бы нет, да, единороги, там радуга, значит, это самое детям, да, а дети, у детей у всех смартфоны уже рождаются до того, как ложкой научились кушать, значит, в смартфоне играть. И они хорошо знают, что такое радуга, что такое единорог, кого и целая цветная книжка о чудесных единорогах. Вот.
всякое такое, много чего интересного. Значит, а кто у нас такое? У нас такого не может быть, да? Вот в СССР было бы немыслимо. А министр внутренних дел Республики Беларусь говорит, что мы под Стамбульской конвенцией подписались и будем исполнять ее принципы. Вот. А было среди наших обращений, какой она имеет проекцию, будет иметь на институт семьи, демографические последствия. И написано, что демографические последствия нас не интересуют. Не интересуют. Они не имеют нам вот. А этот проект мы будем продвигать. Ну, остановил наш батька президент на ручном управлении. Вот этот самый проект закона о семейном насилии. Вот. Значит, а теперь стало легко работать этим инофондом, ведь за этим стояли инофонды в нижней строке, да? Хотя очень широко раскинувшись через вот эту систему. Но горе не беда. Система, она продумана на поколение, заложена этим самым USG, да? Горе не беда, когда можно развести массу НГО, то, конечно, мы их разведем, и пусть они бегают и метусятся, когда можно напрямую с министерством, да? Например, послиха, которая тут сидела, да, послица Гиббона, вот, британское посольство, оно напрямую с Министерством внутренних дел, значит, работало по продвижению вот этого самого закона. И когда оно обвалилось, один из экстремистских ресурсов взял у нее подробное интервью, и она сказала: ай-яй-яй, мы так чудесно сотрудничали, мы с МВД сотрудничали. Я бы хотела лично встретиться с президентом, объяснить ему, что он не прав. Мы будем продолжать работать в этом направлении. Вот так, да, это Беларусь до 2020 года. А после 2020 года чудесно зачистили все вершки. Все экстремистские организации, все эти гендерные и всякие тому подобные. Остались корешки, сами инофонды. Они работают через страновые комитеты соцсектора. Но подождите, всемирные фонды назвали, да, но они все имеют ООНовскую структуру. Вот все, что вы... Именно о них говорил Генри Киссинджер в своем докладе. ООНовские фонды, они будут обслуживать сокращение населения, которое после МКНР-94 включает максимальное насаждение не только контрацептивов, но и абортов, и подрыв института семьи. И задача подрыва института семьи, она закреплена в Стамбульской этой самой конвенции. Вот. Хотя всякие положения тоже, на мой взгляд, достаточно деструктивные, были протащены в закон о профилактике правонарушений, но основное, так сказать, значит, вот это острие закона о семейном насилии, там было именно через права несовершеннолетних, значит, закрепление общественной легитимации половых извращений. Это должно было там быть. Ну и вот это как бы действительно на ручном управлении президент нейтрализовал. Ну и наличие отдельного такого закона, тоже понятно, оно бы подрывало, собственно, проводило в национальном масштабе деформацию института семьи, да, что это единственный общественный институт, который должен быть увязан в общественном сознании с насилием. Вот. Хотя, как бы, насилие – уголовное явление, которое должно всюду пресекаться, и в гараже, и на заводе, и в отношениях между любыми людьми на любом рабочем и нерабочем месте. Да? Тем не менее, именно институт семьи подлежал вот такой общенациональной деформации. И этот закон не был принят только потому, что его остановил президент на ручном управлении, потому что до него было доведено происходящее в деталях. А это случается не всегда, к сожалению, и не может происходить всегда в отношении того, что происходит в соцсекторе. Как я выше осветил, почему, да, оно как бы просто мы живем в физическом мире, так, вот, значит, теперь я хотел спросить, какое у вас предложение МИДу, да. Вот мы теперь идем, значит, уже ближе, сейчас мы перечислим. Значит, работают они со всем соцсектором. Соцсектор это Собес, это Минздрав, это Минпрос,
Ну и примыкающее к нему Министерство информации. И даже МВД, британское посольство, сумело подключить, кому угодить хотите. Вот. Значит, работают они и в перекрест. Но в основном ЮНФПА – это Собес, ХУ – это Минздрав, и ЮНИСЕФ – это Министерство образования. Вот. Или А первое вы назвали ЮНФПА. Кому они это самое втюхивают, это все? Значит, сейчас мы посмотрим, что именно втюхивают, потому что... Фонд в области народонаселения. Да. Надо посмотреть, что именно втюхивают и как. Надо опять-таки понимать, да, это значит не в лоб, да, не в лоб. В прошлом десятилетии шли в лоб. А сейчас вы назвали Совбез, я не понял, Совбез. Вы имеете в виду вот эти вот совбесы, которые на местах работают? Ну, как у нас полное название? Министерство труда социального обеспечения. Все, вот это, да. Я беру короткие сокращения с разных исторических Хорошо. чтобы было понятнее. Надо теперь понятно. Завтра излагать. Мы же не будем с вами до вечера говорить. Да. Значит, находятся страновые комитеты, так называемые, и работают они применительно к страновым особенностям, то есть где надо, не в лоб. Вот, скажем, приведу такой чудесный пример, что значит работать применительно к страновым особенностям. Там серьезнейшие люди разрабатывают эти программы. Программы все в русле глобального сокращения населения. Теперь это задача, которую ставит глобальный мировой капитал. Эта задача, она проходит через страны и континенты. Например, сейчас США, который вот возглавляет уроженец штата Техас, да, и как бы человек, который понял, что и Биг Фарма хорошо повымаривала людей. Дональд Трамп родился в Нью-Йорке. Ну, он связан со штатом Техас, одним словом. Вот. Где он родился, в каком роддоме, я не знаю. В Нью-Йорке родился. Вот. Ну, он техасец, так. Значит, ну, вы это должны знать лучше. Я говорю по сути, как бы, да, вот это Штаты, ну, раз уж вы помянули, тогда тоже отметим этот момент. Значит, американские штаты делятся на голубые и красные. Так, интересно, что статья о голубых и красных штатах в Википедии, она только на одном языке. Только на одном. Ну, уж кто его знает, но остальным не надо влезать в такие детали внутренней кухни. Ну, и опубликовать тоже нельзя. Ну, я понимаю, что такое красный, что такое голубый. Вот, обратите внимание, что терминология четверть века назад перескочила. Когда-то консервативные, стоящие на ценностной платформе, назывались голубые, но голубая кровь. А красные, это было, значит, все вот эти штаты повышенной преступности и пидорасии. Вот. А четверть века назад перескочила. С одной стороны, как бы, ну, это, значит, тема коммунистической угрозы, она как-то сошла с повестки дня, да? И наоборот, реднекс, американские работяги гордятся своей красной бычьей шеей, да? Поэтому красные стали, которые консервативные, а много русскоязычных в США живет, и голубые тоже, соответственно, уже стало вызывать ассоциацию. И поменялись диаметрально названия. Вот. Значит, в Америке в 8 штатах, 8 красных, как они последних четверть века все называются красные, в штатах традиционных запрещена гомопропаганда, например, которая в республике не запрещена по сей день. Так, есть различные ограничения на аборты, с которыми воевал долго федеральный суд, и штаты не подчинялись. И вот, наконец, уже при Трампе было принято решение федерального суда, которое сказало, что штаты имеют суверенитет в определении политики в отношении абортов. Вот. Вот это как бы внутри Соединенных Штатов, то есть оно неоднородно. А задачи этих фондов ООН после уничтожения Советского Союза, они только в одном направлении. Сокращение населения, подрыв института семьи. Как с удовлетворением отметил один кадр, это в одной из статей Игоря Белобородова освещено, значит, комитет там какой-то по каким-то там правам в ООН
значит, отмечает председатель этого комитета, последние годы институт семьи в мире ослаб. Это, наверное, хорошо. Это уже 1,5 десятилетия назад они отметили. Вот. То есть подрыв института семьи. На это заточены фонды ООН. Теперь, значит, куда что идет? Прежде всего, вот этот момент важно понять, да, для таких людей, значит, которые... Или, например, значит, вот было дело Давидовича. Помните дело Давидовича в начале прошлого десятилетия где-то? Ну, слышал, да. Да. Значит, извращенцы, 2 там их было как минимум, 2 подельника, возглавлял это дело Давидович. Значит, они опустили 1000 детей. Их невозможно было в рамках спортсекции. Почему? Потому что, к изумлению людей, это было изумление для всех. Ну, люди вернулись к своим делам, законодательство не меняется. С 2000 года в республике легитимировано мужеложество детей с 16 лет. Вот. Ну, как умеют наши силовики, честь им и хвала, если им надо что-то высчитать и вычислить, все-таки все перевернут и доберутся до каждого. И вот они сумели обнаружить одного пацана, которому на момент опускания не исполнилось 16 лет. И его, значит, таки посадили. Ну, уже по полной катушке. Причем он всюду заявлял, что я вообще не виноват. Я никого не насиловал. Ну, в этом искусство педераста, что называется, зрелый гей, да? Как, значит, вот опускать пацанов. В Соединенных Штатах, пока было разрешено такие исследования проводить и публиковать, значит, на 80-е годы большая часть мужеложцев были приобщены к этому деструктивному образу жизни в возрасте от 16 до 18 лет. Вот. Значит, вот это, так сказать, у нас люди не знают, что происходит на улице. И спроси сейчас, останови любого человека. У нас разрешено мужеложество детей? Да у нас в Белоруссии, да ты что, да то, да наш президент сколько раз говорил на эту тему и то, и другое. Окей, это не меняет законодательного положения. С 16 лет мужеложество разрешено, потому что законодательство никак не отличает извращение от обычного интимного контакта. И все дела. Хорошо, скажите, пожалуйста. Смотрите, что такое. Так вот я говорю, что значит применительно к страновым условиям. Учитывают вот такую ментальность. Ментальность у людей консервативная, а мы им забьем все, что надо именно нам. И вот, например, скажем, в Скандинавии, той же самой развитой, там больше 80% детей сегодня рождаются вне всяких браков. И это считается хорошая позитивная страна. Более того, не стесняются еще вот эти организации, пока они были. А сейчас непосредственно представители фондов говорят, вот обратите внимание, например, в Скандинавии рождаемость получше, чем у вас. Но они только забывают, что ее дают мусульманские мигранты, эту рождаемость, так? Вот. 80% детей вне брака, у кого этот брак интересует. А у нас в Беларуси, так, под именно индукцией этих фондов, дети, социальное сиротство, такой дикий, значит, этот термин стигматизирующий, да, дети матерей-одиночек, и как положительный момент отражают, значит, стало меньше детей, рожденных вне брака, а вы их как, перетащили из вне брака в брак, как на экране компьютера мышкой? Нет. Их просто не стало, их не родили, их убили в утробе, и все, да, или даже не стали зачинать. Вот и все. Почему их стало меньше? Это что, позитивный социальный момент? Стало меньше детей, просто. А вот вы тут точку поставьте, стало меньше детей. Понимаете, как они играют на это белорусские... Или процент развода, ай-яй-яй, какой страшный процент развода. В Скандинавии вообще ни брака, ни развода. Вот это значит... И очень тут, конечно, тоже наша православная церковь любит
на этом деле поплясать, не понимая, чья дудка и кто ее запрограммировал. Разводы, это нельзя, да, какие-то там, как, значит, затруднить разводы. Вот. Здоровое видение реальное, да, и это, собственно, видение всех авраамических религий, кроме католической, да. Развод – это неотъемлемая интегральная часть института брака, так. В иудаизме, в исламе вообще нету с этим заморочек, так. Православные тоже ведь осуществляют развод. Православная религия допускает развод. Ну, только 3 брака. 4-й брак не освящается. Очень правильно. Действительно, как сказать, всюду надо какие-то разумные пределы. Вот. Понимаете, как обстоит дело? Поэтому, значит, муссируют тему разводов и тему, значит, вот этого социального сиротства. И благодаря этому задавливается рождаемость еще и еще. Как работают инофонды? Вот, например, был плакат «Ты заплатил алименты?» И была такая ольховка. Она была во всех этих экстремистских организациях. Значит, там она верховодила, и на всех этих круглых столах она была. И вот она, значит, в одном из шоу, которые прошли, значит, ну, когда закон этот, значит, он сначала его пиарили, потом его обвалили. Тоже надо было, обвалил лично президент, да, лично он, больше никто не поднялся, не сказал против него. Ну, юридическую оценку компетентную дал товарищ Сукало, это да. Это тоже история записала. Вот, значит, надо было как-то хорошую мину делать. И дальше пошли шоу, что, мол, ну, как бы тему мы продолжим, да, правильно, закон нам такой не нужен, но тему мы продолжим. Вот, продолжим тему. Вот. И, значит, она сказала, вот видели плакат, ты заплатил алименты? Вот, это мы, значит, запустили. Ну, та организация, от которой она была. Вот, как понимать, это мы, значит, запустили. Но это не они запустили бабки. Это все работа, это деньги. Дизайнер получает бабло. И тот, кто готовит билборды, получает бабло. И это все бабло. Бабло идет от них, от этих самых инофондов ООН. Кстати, например, официальная позиция даже Белминздрава была, что намордование только с 14 лет. До 14 лет намордовывать не надо. Отношение нашего президента к коронабесию мы, так сказать, хорошо знаем, да. Был еще один такой День Победы президента над политикой соцсектора, был записан 19 октября 2021 года, да. Вот. На эту тему нарезанные ролики имеются в интернете. Как там президент осветил все моменты один за другим, включая намордники. Но официальная политика Минздрава была намордовать всех 14 лет. А по всей стране стояли билборды, которые рекламировали намордование малолетних, так? Вот. И в Минске можно было видеть жуткие картины, как идет, значит, намордованная женщинка и тащит, значит, несчастного детенка там за собой, этого 6-7-летнего. Ну, видно, что бычебесы, как у них, так сказать, поведение. Ну, как это 15-летняя женщинка будет 7-летнего тащить? Ну, это невозможно. Она его тащит за руку, потому что он, обалдевший от этого намордника, так, он, так сказать, там туда-сюда, и он капризничает, и она его тащит, значит, типа, давай, мол, идем, это самое. И бычебеска, видно, такая, да, вот особые такие там эти блуждающие глаза, их вот хорошо летом 20-го года было в Минске видно, и действительно там, и какие-то тащили с собой, значит, своих этих детей единственных, были там страшные картины вообще, буквально вот эти обезумевшие вот эти лица этих бычебесов, и лица вот этих детей, значит, так сказать, застывшим взглядом, значит, она там держит это самое, она там белыми ленточками обвешана, и ему там какой-то он держит этот шарик, и по городу, понимаете, вот такой-то облик, значит, матери бычебески, да, вот, и, значит, тащит, они самые, значит, продвинутые, они делают как надо, они намордовали, значит, своего этого детенка несчастного тоже, понимаете. Кстати, был лозунг одного из экстремистов в ходе предвыборной кампании 2020 года: «Носи маску, если ты против Лукашенко».
Вот. Мгм. Очень правильно. Да, очень правильно было сказано. Все в самую суть. Вот эти экстремисты, они смотрели в самую суть. Но они не дураки. Так вот, значит, стояли билборды, которые рекламировали на мордование малолетних. Почему они стояли по всей стране? Потому что бабло. Вот, возвращаясь к билборду, значит, этому с алиментами. Вот вы видали Да-да-да. кто-нибудь? И на этом билборде, значит, такой замученный, такой жизнью истерзанный, заплаканный детенок на этом билборде. Мгм. Вот. Теперь обратите внимание, значит, вот эти все тоже билборды, это тоже бабло, кстати, идет и немало, и оно в конечном счете идет от инофондов, конечно. Хотя там всякие доброхоты будут говорить, что-то их пожертвовали. Всякая, значит, зверофилия, да? Это, собственно, как пародии, значит, на рекламу, значит, вот эту, ну, противоабортная, она, конечно, смешная, эффекта не дает, но это уже деньги Государственной Республики Беларусь, там соответствующие организации распилили. Вот, там, сохрани в себе человека. А они, значит, вот про животных, да, как раз они ровно так и говорят, типа вот, значит, надо животных надо оберегать. И они это буквально как пародию делали. Вот. И вот это все по зверофилии, там, типа там бездомных, там, собак, кошек, да. Ну, их же в утробе нельзя убивать и призывать к этому нельзя, да. Их надо всех как раз живьем. Это детей надо. Интересно, что все зверофилы, они всегда яростные сторонники абортов on demand without apologization, как называется на языке ВОЗ, да. Вот. Это вот очень интересно, как оно так параллельно, да. Зверофилия, она, соответственно, с человеконенавистничеством прекрасно коррелирует. Хотя, конечно, опять-таки не в лице каждого данного отдельного человека. Вот. Так там всегда эти кошечки и собачки, они всегда такие чистенькие, прилизанные, такие доброжелательные, улыбающиеся, да? Когда там была вот эта, значит, кретиническая реклама, там этот, в доспехах, там, с котенком на плече, да? Настоящий мужчина. Настоящий мужчина, он, значит, будет там бездомных котов и псов всячески, значит, обхаживать. Это настоящий мужчина. Вот. А не тот, кто семью создает и рожает детей. Ну, кстати, значит, ЮНФПА, да, проводила тут обзоры социологические по республике, как втюхивают. Как Мгм. втюхивают. Значит, например, было вот несколько лет назад, ну, тоже все в прошлом десятилетии, всеобъемлющий такой обзор настроений проведен. Значит, формирует вопросы, формулирует ЮНФПА и, так сказать, итоги подводят они. Ну, например, отношение к смертной казни. Оказывается, что это измеряет? Это измеряет готовность. Ну и понятно, у молодежи все показатели в отношении там терпимости терпимости к извращениям, в отношении там это самое, общаться на всех уровнях, значит, от рукопожатий дальше с пидоносцами. Вот, у молодежи, но намного лучше, чем у старшего поколения. Ну, конечно, что же, поколение смартфонов. Вот, значит, это измеряет готовность людей мириться с государственным насилием. Вот оказывается, что измеряет отношение к смертной казни. Да нет, это измеряет готовность людей мириться с криминальным насилием. Вот оно в чем дело. Это измеряет готовность людей настолько пренебрегать человеческой жизнью, что даже за убийство с отягчающими обстоятельствами не будет смертной казни. Вот оно как. Все наоборот. Понимаете? То есть существует полная диаметральная ценностная непримиримость перед подходом так называемого, значит, развитого вот этого цивилизованного мира, аксиологическое поле которого сменилось с поля христианских ценностей, как оно было официально еще 3 поколения назад, так, 3,5 поколения назад, на полностью постхристианское и античеловеческое. Там сменилось аксиологическое поле. А в Республике Беларусь оно никак, это аксиологическое поле, законодательно не сформулировано, в законах не запрещено, значит, ничего из этого дела,
И поэтому атака идет на те немногие островки закона, которые еще отражают старое наше хорошее советское аксиологическое поле, как то, что у нас в республике существует смертная казнь. Очень-очень редко, но все же люди знают, что нельзя мириться с криминальным беспределом. Вот что измеряет отношение к смертной казни. Насколько вы готовы мириться с криминальным беспределом, а не с государственным насилием. Понимаете, что значит втюхивать? Так вот, кстати, значит, вот они проводят эти все свои обзоры, и по всем этим обзорам выходит, что вот у белорусов и официоз проводит свои обзоры, Институт социологии, а он под кем? А он под теми же фондами, потому что направления задают и на фонды, нету четкой линии государственной ценностной политики, аксиологического поля, оно не сформулировано. Все, что сказал президент на известном совещании в марте 2003 года, издано брошюрой, да, вот, есть выступление президента, значит, одно из выступлений, очевидно, более сжатая такая форма, и развернуто оно целой брошюрой издано, так. Вот, сегодня это библиографическая редкость. Но у меня оно есть, один компетентный товарищ подарил мне это дело. Понимаете? И каждое, все, что там сказано о том, как не сформулировано белорусские ценности, о том, что ученые Академии наук, когда им сказали, сформулируйте линию, по которой мы пойдем. Одни говорят, давайте вернем, как в Советском Союзе, другие говорят, давайте сделаем, как на Западе. И вот так оно по сей день. И от Института социологии тоже тут нельзя ждать абсолютно никаких прорывов. Потому что инофонды качают всюду. Исследования проводили инофонды. А исследования это что? Это зарплата всем, кто его проводит. Они сформулируют вопросы, они подведут итоги. Но, говорят, вот семья, на первом месте здоровье, на втором месте семья. И на полном серьезе вот это всюду качует. Семья у белорусов на втором месте. Местами там на первом месте. А что такое семья? Семья это что? Чтобы мужчина принял ответственность создать семью и рожать детей. Семья – это ячейка общества. Да, Нас так этому учили. А когда белорус отвечает, что для него семья на первом месте или на втором месте, там во главе всего, для него семья – это пожрать у бабушки свежих овощей, фруктов на даче. Вот это семья. И он за двумя руками, за то, чтобы бабушка продолжала горбатиться на даче. И чтобы он к ней пребывал среди всех своих дел и неудержимого блуда, и карьеры, и внучок, и внучка приехали пожрать свежих овощей, фруктов. И все они с чистым сердцем отвечают, что семья у них на первом месте. Они ответственны за создание семьи и деторождения. То есть как бы социальный обвал общества и обвал института семьи еще, значит, игнорируется вот так вот. Но все равно семья на первом месте, не уточняя, а что это значит семья на первом месте. Вот. Понимаете, как? Значит, ЮНЕФПА у нас в Минсобесе, детофобские установки, так? Женщина родила третьего ребенка, и ей ничтоже сумяшися, заявляет соцработница. Значит, вы преднамеренно, да еще и на письме такое могут написать, вы преднамеренно ухудшили жилищные условия своих детей. Тебе не льготы полагаются, там всякие по закону полагаются всякие льготы, но у соцработников у них установки, которые запущены инофондами через становые комитеты, так? Значит, тебе полагается, наоборот, козу показать, потому что ты преднамеренно ухудшила условия жизни своих детей, так? Вот. И вот с такими, так сказать, чудесными, или это же самое насилие, да? Вот был один год, вдруг под Новый год приходит милиция во все многодетные семьи. Под Новый год, в ночь на Новый год. Это профилактика такая, именно многодетных семей, да? А что там такое? Вот, обратите внимание, как упоминается во всех это самое... многодетные дети
многодетные семьи и инвалиды. Кто там что получил, какие плюшки, там то все, торжественно, с фанфарами. Единым духом. Многодетные семьи, инвалиды стигматизируются в общественном сознании. Вот, понимаете? Это все установки, которые проистекают оттуда. Остановки даны четкие. В мире надо действовать на сокращение населения, на подрыв института семьи. Здравоохранение, да, совершенно антирепродуктивная у нас отрасль родовспоможения. По сути, нет отрасли родовспоможения, по сути, есть абортивная отрасль, и ее отросток – насильственное родоразрешение. Самый короткий печальный белорусский анекдот. Платная услуга – естественные роды. Вот. На каждую из этих тем я могу, пожалуйста, пригласите меня в любой закрытый форум сотрудников, хоть МИДа, хоть других. Если меня пригласите, я, соответственно, буду полный молчок, кто пригласил, когда и куда, и что я где говорил. И я все изложу подробнейше, министерство за министерством. В Минпросе ЮНИСЕФ, фонд ЮНИСЕФ, так? План был принят 2017-2022 год. Такие вещи уже продляются автоматически. Из 100 пунктов плана, план по детях. ЮНИСЕФ помянут более чем полусотня из около 100 пунктов плана. Помянут фонд ЮНИСЕФ. И ЮНИСЕФ запустил, например, такую штуку, как инклюзия. Это значит, что дети ОПФР, дети, которые нуждаются в специальных условиях для того, чтобы подходящих для их состояния условиях возможное для себя образование получать. И они запущены в обычные классы. Это, как всем очевидно, хорошо, здравомыслящему человеку только вот услышать это. Понятно, что это деструкция школьного образования. Запускаются мантры, да? Мантры такие бьющие, мантры словосочетания, которые, задача которых зомбировать, программировать общество, не думая. Так, как, например, одеваю, потому что люблю. Детенок намордованный, значит, с мамой. Ношу, потому что люблю. И все. Так? Вот. Или, например, значит, вот это, ты заплатил элементы, да, и, значит, несчастный детенок, детофобский плакат совершенно. То есть вот что тебя ждет. Мужик, от тебя залетела твоя подруга. Иди, дай ей, озолоти ее, чтобы аборт сделала. Потому что это то, что тебя ждет. Вот. Значит, или дети должны учиться, все дети должны учиться вместе. Что значит все? Что значит вместе? Что значит учиться? Эти слова, они имеют смысл. Речь идет о людях. О людях, да? Какие дети? Все дети должны учиться, да. Что значит вместе? Все дети вместе должны в Республике Беларусь учиться, да, вместе. Каждый в том месте, где ему больше всего подходит, да. Вот. Никто же не отменял там спортивные там школы, лицеи при вузах там особо продвинутые, да. Почему они не вместе учатся? Почему все вместе не учатся в ПТУ, например? Понимаете? Что значит вместе? Вот. То есть вбиваются мантры, зомбирования, изначальное предположение думать не надо, над содержанием слов думать не надо, и проводится деструкция. У меня есть по инклюзию на 10 страницах доклад, вот, который я написал, который я написал после критических публикаций по инклюзию в газете «Вечерний Могилев». А газету «Вечерний Могилев» тем временем взяли и очень изящно закрыли. Так. Просто закрыли. И говорят, никто не закрывал, не запрещал. Как сделали? Очень просто. Ну, вы думаете, что из-за вашей статьи, что ли? Я там писал в прошлом десятилетии статьи, надо сказать. Но кроме меня, слава богу, есть очень много здравомыслящих людей в Беларуси. Ну, просто
у них как бы белорусская ментальность померковная, как бы все видят, все понимают, помалкивают до поры, а многие не помалкивают так. И вот были пару критически очень минорных статей в газете «Вечерний Могилев». Очень минорных, так? Совсем, значит, не вот в таком ключе как бы решительном и называя вещи своими именами, как вот я сейчас вам излагаю, да? Ну, скажет там, ну вот 50 на 50, ну вот не все дети могут, значит, это самое, понимаете, там, а с местности-то ситуация, как бы она какая. Ну вот, олигофрен заскакивает на стол и трясет причиндалами, понимаете, в классе. А это неизбежно будет, когда олигофрены будут среди обычных детей. Это неизбежно, это его путь выразить протест тому, что он понимает, что он не такой, как все, и привлечь внимание. Это неизбежно происходит. Или, например, тому, кто передвигается с трудом, назначают, значит, тьютера с коляской. И коридор в школе во время обеденного перерыва, он начинает напоминать площадку паралимпийских игр. Но это не все. А есть такой, который еле-еле ходит. Решила комиссия, это что же надо, выдатки делать на тьютера и на коляску? Комиссия решила, что он сам передвигается. По факту его должна учительница тащить, собственно, фактически на себе в эту столовую из столовой. Вот. Понимаете, что происходит на местности, да? Но туда с высоких кабинетов не спускаются посмотреть, что реально происходит. А преподаватели заставляют писать, значит, отчеты, что все чудесно, и директоров заставляет районо писать, что тоже все чудесно, повышайте проценты инклюзии. И вот так оно все идет снизу доверху. И упирается оно в то, что Совмин заключил соглашение с инофондами. Вот. И как мне четко сказал министр образования, мы подчиненная организация. Сама идея инклюзии, она обжалованию не подлежит, потому что это Совмин, а Совмин с фондом ЮНИСЕФ. А какую мизерную долю в бюджете республики все вместе поступления от этих инофондов на сферу здравоохранения составляют, это вот в этом документе, который я вам представил, хорошо видно. Понятно, что порядки сумм, они, в общем-то, такие остаются. Да еще в середине прошлого десятилетия было этих, как раз бабла этого было побольше. Вот. Хорошо. Ну, скажите, пожалуйста, а какие предложения к Министерству иностранных дел у вас будут? Вот. Значит, Министерство иностранных дел, естественно, в заключении соглашений с этими инофондами играет роль ключевую. Там есть специально и отдел сотрудничества с фондами ООН. Вот. Когда я работал в общественной организации, я туда и приходил даже, вот там вот, где КПП МИДа, значит, и там эти почтовые ящички. И я еще всякие документы, значит, и докладные клал туда, вот в этот самый почтовый ящичек, значит, там, там отдельно сотрудничество с инофондами, и, по-моему, еще отдельно, значит, было с ЮНИСЕФ и ЮНЕФПА, эти ящички, точно не скажу, было. Не, ну, конечно, если они входят в страновую команду, и они у нас представлены, конечно, у каждого из этих агентств будет ящичек тут в этом самом, внизу. Вот. Нет, это МИД, это Министерство иностранных дел. Да. Вот, понимаете? И, собственно говоря, вот эта деструкция, она продолжается на всем ходу. Задача сокращения населения, подрыв института семьи. Например, МКБ-11. Ну, тут не грех взять пример с братской России. Как бы у братьев учиться друг у друга, это не ганьба. Это не значит, что один другому подпорядковался. Конечно. Если в России здравомыслящие люди говорят, давайте сделаем, как у батьки то, у батьки это и у батьки другое. И в первую очередь та самая смертная казнь, которой в России нету. И тогда наступает беспредел со всех сторон. Когда приходят брать серийного убийцу, так его предпочитают забить насмерть при аресте, потому что его не расстреляют. А если бы у нас арестовывают в шелковых перчатках, потому что тот, кому полагается расстрел, того расстреляют. Если всех, кому, так сказать, по справедливости бы полагался, уже всех не расстреляют, но кого-то да. И остальные будут жить и дрожать. А еще что-нибудь распутаем, и тогда расстрел будет тоже. Понимаете? Вот. А там, значит, вот такой нашли выход забивать
при аресте до смерти. Это к международным осложнениям там привело Россию и всякое такое. Понять силовиков можно? Можно, когда перед тобой кладут всю подноготную, что чувак возглавлял, значит, заказные убийства на протяжении многих лет. А последних 20 лет живет мирным гражданином. Понимаете? Так вот, тот, кто в России скажет, давайте смертную казнь вернем, как в братской Беларуси, ему же не скажут, ты хочешь суверенитет российский подорвать? Нет, не скажут. То же самое надо посмотреть. В России остановлено внедрение МКБ-11 четко. Законодательно прекращено внедрение МКБ-11. МКБ-11 признает легитимным, то есть оно полностью изымает понятие половых извращений. Там уже конкретной дефиниции не важно. Это область сексуального здоровья. Когда половые извращения становятся проблемой, если они причиняют неудобства самому извращенцу. То есть, скажем, тот, кто насилует малолетних мальчиков, да, мужелорец насилует малолетних мальчиков, это все нормально, это отлично. Но если это ему причиняет, значит, психические неудобства, тут надо заняться его, мужеложца, здоровьем. Вот. Ну, кстати, значит, о возрасте согласия, да. Возраст согласия, вот он устанавливает презумпцию согласия на половые отношения, понимаете? Презумпцию согласия. Понятно, что когда, значит, назначается 16 лет, ясно, что люди состоят в интимных отношениях с того момента, как достигают половой зрелости, да. В каких-то рамках происходит другой вопрос. Вот родители моей бабки поженились, когда было, значит, отпраздновал отец бар-мицву, а его невесте было не то 12, не то 14 лет, там, как семейное предание говорит, вот. Он был раввин и резник, и продолжал служение и при советской власти тоже. Ну, вот. Хорошо. А Давайте. его жена была дочка, собственно, главного раввина вот того маленького местечка на Подолье, где они жили. Вот. И за такого перспективного парня, ученого, выдал, значит, дочку в 12 лет, там замуж или в 13-14 отец. Понимаете? Вот. Так они не были педофилы, да, они были муж и жена. Через год родилась старшая сестра моей бабки. Это было в конце 19 века. Но установлен возраст 16 лет. Понятно, что как бы смотрят, ну, на обычные интимные отношения, там, значит, как говорится, свечку не держат. А белорусское законодательство, оно не разделяет мужеложество от обычных интимных отношений, за что специальный комплимент Беларуси в этой области отвешивает Википедия, что не разделено. Вот это у вас хорошо. Тут вы наши, свои буржуинские. Вот. Теперь, значит, в странах развитых и цивилизованных там непрерывно возраст согласия понижается. И была даже такая ассоциация, которая называлась «Намбля». «Намбля». Ну, вот оно шикарно по-русски звучит. А по-английски это значит National Association, в общем, Boy Lovers, короче, Boy Lovers Association. North American Boy Lovers Association. И они требовали вообще отменить понятие возраста согласия, понимаете? Ну, и в ряде стран он уже, соответственно, опущен. Вот. Поэтому говорить о том, что там с 12-летним пацаном мужеложец, на их языке зрелый гей, значит, по его согласию осуществляет акты анального насилия, ну, смешно говорить что-то по согласию, понимаете? Ну, смотрите. МКБ-11 дает легитимацию всем этим вещам. Беларусь не остановила, не отменила внедрение МКБ-11. МКБ-11 – это официальный документ Всемирной организации здравоохранения. Теперь США во главе с Трампом, сейчас, значит, во главе республиканцы. Это конвенциональные имперофашисты, так? Даже вышли США вообще из этого ВОЗ, так? Но к власти вернутся демократы, это глобофашисты, и они дальше, и более того, их структуры продолжают эту ВОЗ финансировать. И вот этот глобальный капитал, он продолжает финансировать задачу сокращения населения. Вот. Во главе этого дела стоит Рокфеллер, есть фонд Рокфеллера. Фонд Рокфеллера финансировал что угодно, начиная от юношеских научных проб Киссинджера. Вот. Его докторская диссертация была на тему
как уничтожить Советский Союз ядерными ударами. Так сказать, оно обобщало опыт существовавших на тот момент первых планов дропшот и дальше, так сказать, последующие планы дропшот до того момента, как Советский Союз разработал стратегические ракеты, средства доставки. Снято было с повестки дня, тогда, значит, тема ядерного уничтожения СССР. Так, это была актуальная тема. И Киссинджер первой научной пробой провел на эту тему. И он был стипендиантом фонда Рокфеллера. И фонд Рокфеллера финансирует вот эти все чудесные начинания фонда ООН. Так, у меня есть книжка, я хочу показать товарищу Рыженкову. Значит, это дайджест такой на русском языке. Издан в России, но в России было полный вперед до того, как рассорились уже на тему существования самой России с 2014 года. С партнерами рассорились. А так у нас была бяка, значит, такая совковая, та самая заводь, а они были за все хорошее, члены Совета Европы, да. Так вот, значит, издан дайджест. Сборник публикаций называется «Репродуктивное здоровье и права». И все расчеловечивание там смакуется, как оно должно быть. И поминаются, значит, там вот эти колоссальные взносы, значит, ВОЗ, которые дает Билл Гейтс, которые дает фонд Рокфеллера. Оно там прямо названо в некоторых публикациях. И, значит, прямо страна за страной, тема за тему, значит, должно быть отмена фактически института брака, да. Ну, то есть, скажем, при бракоразводных процессах не должна подниматься тема, то есть супружеской верности не существует как таковой, да. Вот. Не существует разделения интимных отношений на такие и такие. Все, как люди удовлетворяются хорошо, хоть конем, хоть с мужиком. Вот, как бы. И вот прямо на эту тему подробные статьи. И все это та адженда, которую продвигают именно фонды ООН. Да, фонды ООН ее продвигают. Спрашивается, зачем Беларусь должна это делать? Ответ – за бабки. За бабки. Так? То есть продавать родину нехорошо, но за бабки можно. Ну, даже если мы примем этот постулат, мне говорил один опытный чиновник там и в области культурной сферы и научный работник, и там он, кстати, очень позитивный сам коммунист такой православной ориентации. Вот. И он, значит, мне и председатель уже несуществующий, жизненно-защитная организация молодежная была в Бресте очень боевая. Но она таки была молодежная, там мужик, который возглавлял, он потом уже устроил личную жизнь, поступил в ВУЗ. Там, и женился на медработнике, ну, понятно, уже после этого ему было не... Так вот, мы сидели у этого, и он нам так вальяжно, спокойно говорит, ну, понимаете, надо понять, что 90% чиновников, они за Запад. Потому что на Западе ж деньги, они же на Западе. Вы хотите сказать, что и наши чиновники тоже за Запад? Речь шла о белорусских чиновниках. Да, 90% чиновников, они за Запад. Потому что деньги на Западе. То есть продавать родину нехорошо, но за деньги можно. Не в свой карман, в государственный бюджет. Так вот, я дал вот этот документ, я показал, какой мизер в государственном бюджете составляют вливания от этих самых фондов. Это мизер. И более того, оно идет на обслуживание программ этих самых фондов. То есть те, кто сейчас, скажем, вот эту инклюзию, да, они получают деньги за то, что пишут доклады про инклюзию, за то, что они освещают эту инклюзию, за то, что они пишут, как это чудесно, за то, что проводят конференции, где, значит, вбивают зомбирующую фразу «все дети должны учиться вместе», понимаете? И им на зарплату это, собственно, идет. Ну, немножко, может, они профинансировали то, что, значит, приспособили школы для паралимпийских игр. Хорошо, это чудесно. Широкие въезды там, это самое все. Ну, хорошо, широкие двери, это всем хорошо. Это ничтожная часть из того, что они пустили. Пустили на зарплаты своим же людям, которые обслуживают их программы. Или вот посмотрите, оборудование, которое дает ВОЗ. Оно дает оборудование, да, для УЗИ-диагностики. Вы знаете, какой УЗИ-диагностики? Для УЗИ-диагностики, для внутриутробного геноцида, конвейер внутриутробного геноцида. Так, значит, нету ни одной женщины фактически в республике, которая родила ребенка, которые бы в ходе беременности не предлагали эту беременность на их языке прервать. Понимаете?
и сообщается, значит, вот, а вы знаете, у вашего ребенка там то-то и то-то, показал он нам УЗИ. Так, теперь, в газете «Медвестник» в свое время была очень интересная статья, такой там постоянно пишет Волчек или Волков, значит, постоянно тех, кто пишет. Ну, я это все просматриваю, когда я работал в жизнезащитной организации, да, вот, значит, он пишет про УЗИ-диагностику, говорит, не может быть УЗИ-диагностику, диагностику ставит врач профильный, диагностику почки делает уролог, диагностику сердца делает кардиолог и т.д. Так, а это просто еще одни данные лабораторные. Ну, он говорит, ну вот что мы можем знать по такому-то, такому-то, что у человека в почке или в сердце? Это просто еще одно лабораторное данное. Так, теперь весь этот ребенок в утробе, он меньше, чем почка взрослого человека, величиной сердца взрослого человека. Ну, больше-меньше развивается, да, понимаете? То есть, если компетентно пишет врач в самом же «Медвестнике», что мы ни хрена не можем диагноз почки или сердца по УЗИ-диагностике давать. А детенок, который сам меньше этой почки или этого сердца, на него дают точно, что у него там не так. Это точно, точно, точно. Нет, не точно. Вероятность, знаете, какая принимается? Что надо бить тревогу и прекращать беременность. 5%. 5% вероятности. 5% вероятности матери говорят, у вас проблема с ребенком. Вот так вот. И какое давление оказывается? Какое давление уже на эту несчастную мать? И Ну, послушайте, мы вам пришлем вот. свое видение вот этого вопроса. На днях говорил с одним из соратников по патриотическому гражданскому обществу. Он говорит, прямо на работе, где он работает, сотрудница. Сотрудница, замужем уже, женщина тоже не самая молодая девочка, первый раз была беременна где-то лет 30, а проблемы с ребенком, ой-ой-ой, что делать? Он ей просто сказал, пошли их туда-то и рожай. Родила. Через несколько лет еще на второго ребенка с мужем решились, так? Ну, это он рассказал. Это смотрите, мы вам пришлем свое видение этого вопроса. На второго ребенка то же самое и говорят, у вас проблема. У вас проблема. Так, он и говорит, ну ты же со мной говорила несколько лет назад. Вот туда же и посылай, адрес не изменился. Родила второго, 2 нормальных детей. А кто-то отслеживает, почему ВОЗу не финансировать, насколько эффективно диагностирует их оборудование, которое они так нежно дарят Белоруссии. Вот сколько, ну хорошо, вы убили этого ребенка, достали его тело, этого, как вы говорите, плод. Посмотрите, на самом деле у него то, что вы говорили матери, или нет? А? Проводится такое отслеживание? Нет, не проводится, потому что тогда станет вопрос, кто ответственен. То есть в медицине не задано направление, максимальное число живорождений, а задано направление подавлять рождение, так? Заячья губа и волчья пасть, да? Волчья пасть и заячья губа, или наоборот там. Ну, вы знаете, вы уже дошли до, я не знаю, до чего. Это минимальные отклонения. Ну, что вы. Это минимальные отклонения, которые... Ну, так нельзя, ну что вы. И вот, значит, непосредственно рассказывала мне женщина, врач-акушер, орет, значит, заведующий районного уровня, у вас тут рождаются с заячьей губой и волчьей. Должны не рождаться, вон а как. Не то, что минимальное число живорождений постоянно падающее по стране и в каждом конкретном. А как вы еще пропустили кого-то, что отчетность, значит, хреновенькая получается, родились дети с врожденным этим, а нам оборудование дали, чтобы не допускать. То есть диаметрально противоположен как бы вектор национальным интересам. Это задано Всемирной организацией здравоохранения. Я свое мнение сделал из этого всего, что вы мне рассказали за 1,5 часа. Я буду докладывать его руководству. Спасибо большое. До свидания. Так, теперь скажите, подождите.
Владимир Анатольевич, я вам столько времени уделил, благодарен за внимание, но вы тоже трубку не бросайте тогда. Я не бросил, я вам сказал все. Я понял. В отношении встречи я живу от Минска далеко, летаю низко, так сказать, топливный запас небольшой, Да. еду общественным транспортом. Встреча состоится с товарищем Рыженковым, либо я подаю идею уже тоже со своей стороны. Не обязательно в рамках этого приема в Совмине, не обязательно на этой неделе, может он сочтет нужным со мной поговорить отдельно. Для такого важного человека, как товарищ Рыженков, я специально поеду в Минск, если будет встреча, подготовлю эти материалы. Ну, все, так сказать, что в голове и дома у меня стоит в дюжине классеров, там собранных мною материалов на эти темы, когда я, значит, в жизнезащитной организации работал, а потом они закрыли это направление аналитической деятельности общественной, и мило мне домой все, что там было у них в офисе, привезли. Сначала мы должны написать ему докладную записку, где выразить свое мнение в отношении того, стоит ему или не стоит встречаться. Или, допустим, ограничиться нашим изложением этой всей ситуации, как мы ее видим. Да, или если встречаться, то на каком уровне. Ну, я уверен, что вот он 1,5 часа на вот эти вопросы, вот, ну, не сможет потратить даже при его желании. Ну, именно для этого я сейчас изложил вам, поэтому, как бы, опираясь на то, что я сейчас вам изложил, я, как бы, это очень сжато и, соответственно, сжато и с оперативными предложенными выводами ему изложу на встрече, естественно. Ну, короче говоря, если он примет положительное решение, то у меня телефон ваш есть, я вам сообщу. Или же, если он скажет, пишите письмо, излагайте наше мнение. Или же он скажет кому-то, допустим, своему заму министра или руководителю нашего главка встретиться. Тоже я проинформирую вас. Ну, как бы оптимально было бы с точки зрения, так сказать, эффективности разработки материала, который я вам очень эклектически, как бы, да, перепрыгивая с предмета на предмет, но, в общем-то, довольно-таки изложил картину этого дела, сотрудничества с инофондами. Вот. И, конечно, лучше всего было бы, чтобы товарищ Рыженков все же уделил мне не 1,5 часа, а хоть 15 минут времени лично со мной поговорил, и потом назначил бы соответствующих людей, которые эту тему более подробно проработают на основании всего, что я буду очень рад излагать и предоставлять. Ну, я понял вас. Я, короче говоря, иду вот к своей начальнице, к руководительнице, вот, ей излагаю, но она министру. Вот, так что в отношении встречи в среду я бы хотел максимально быстро ответ получить, надо мне ехать в Минск или нет. Хорошо, я думаю, что до среды я с вами еще свяжусь. Может быть, в понедельник, может, во вторник, скорее всего, в понедельник. Ну, уже сейчас у нас кончается совсем рабочая неделя, поэтому я думаю, что вот, ну, до конца дня в понедельник это крайний срок, да, мне надо знать. Да. Во вторник уже надо выезжать в Минск. Да, я понял. Хорошо, я вас понял. Все, спасибо тогда. За внимание. Спасибо вам тоже. Спасибо, счастливенько. Угу.